10 утра я уже напротив ЗАГСа. Сегодня мы поедем на кыргызскую свадьбу, будем участвовать, начиная от гулянки до конца вообще мероприятия. Что я решила одеть на гулянку? Вот такое обычное черное платье, сделать акцент на украшении и обуви. Обувь видна? Нет? Максимально я настраивалась, чтобы этот день прошел на изи. Не делать себе никакие кудри, запариваться. Просто уложила волосы и вышла, как обычно. Сумка, красивые туфельки и украшения. Давайте я покажу, что сумки блогера, знаете ли. Огромный штатив, зонтик, вода, кейс от микрофона, расческа, сменная обувь, наушники, куча проводов, очки, кейс от очков. Даже лак взяла. Кто бережет, того Бог бережет. Мой второй телефон, чтобы я была на связи с родными, и Wi-Fi он раздает. Кошелек, расческа, салфетки, огромная, классная, вместительная, модная сумочка серебристого цвета. Давайте я похвастаюсь своим макияжем, который я делала чуть ли не 2 часа. У меня такое холеное личико получилось, то есть посмотрим, конечно, сколько он будет держаться. Просто ни одной поры не видно. Вот эти небольшие нюансы остались. Это мелочи, которые не изменят структуру моего лица. Кто-то мне звонит. Алло? Ага, давай. Все. Меня уже ищут. Погнали! Красотка! Приехали мы, в общем, в горы, Ойташ. Вот такая красота. Я, честно говоря, всю дорогу спала, потому что я не спала всю ночь. Вот там невеста готовится. Вот здесь мы будем сидеть, красивое место. И сейчас съемка идет. Сейчас они будут проходить красиво, будем хлопать. Поменяла обувь. Хорошо, что продумано, потому что я уже устала. Еще вечером у меня будут совсем другие каблуки, нужно будет подготовиться. Территория огромная, прям если прогуляться, вообще здорово. Три часа дня, ребят, я выехала домой. Там по обстоятельствам. Сейчас там на гулянке очень весело. Все танцуют, поют. Вообще классно. Если что, я вернусь обратно. Но скорее я сразу поеду, буду готовиться ко второй части. Основная сама свадьба будет в ресторане. В 6 часов начнется. У меня есть в запасе 3 часа подготовить второй образ, от которого я в восторге просто. Он такой классный. И это платье мы шили на заказ. Думаю, вы зацените его. Погода сегодня ясная, жаркая. Ну, так получается, что я под кондиционером, у меня есть зонтик, то есть все на лайте. Поэтому все прекрасно, настроение супер. Вот такая красота! Ребят, я в восторге от этого платья. Я его нашла, короче, на Пинтересте. Опс, вот так неожиданно я узнала, что самый лучший ведущий в Кыргызстане подписан на мой YouTube канал. Кандайсыңар, Құттарова.
блогының көрүүчүлөрү. Бүгүн мен сенин блогуңа тартылып атканыма аябай сыймыктанып атам. Блогуңда вроде подписчиктер аз, бирок кызыктуу. Мен өзү подписчиги болом, катталуучусумун. Кызыктуу сонун нерселер, информацияларды бересиң. Молодец. Бүгүн свадьбадан жолугуп калдык. Экинчи жолу жолугуп атабыз. Кстати, ырдаган уккансыңарбы? Кийин эме азыр ырдатам, анан ошондо блогуңа кошуп коем, ошондо обязательно мону кеспе. До конца көргүлө блогду. Тут надо немного уточнить. Жених невесты — это наши одногруппники. Я была старостой, и я вообще ни о чем не подозревала и узнала только недавно. Как у тебя дела? Настроение просто супер. Такое событие, одногруппник с одногруппницей. Билбейм, где-то 2 года назад, по-моему. Азат өзү айткан мага. Вы что, недавно узнала, что ли ты? Я только что узнал, Диме. А так вообще не предполагал, да? Да. Вот, ребят, по поводу моего макияжа хочу вам показать на свету. Я его делала вообще-то с утра. Вы видели эту погоду? Поплыло только на крыльях носа и где подбородок. Я в шоке. Я его только там отправила, и все. Пошла на вечер. Сам секрет в технике нанесения, как именно, да, это нужно вбивающими движениями делать, и пудра тоже должна быть классная, висталька, типа hourglass эффект. Я уверена в своем макияже, хоть даже я буду танцевать, отжигать, как будто намертво вот так вот запечатано. Блин, рада знакомству. У нас еще день рождения в один день, да? Да, 5 декабря. Не хочешь вести свой инстаграм? Вообще хотела, не знаю, не получается. Профессионально? Почему? Плохо получается. Я видела фотографии профессиональные, классные, типа как модель. О чем снимаете вообще? На Ютубе я снимаю Дубай, про Турцию, про то, как путешествовать, улетать куда-то. Вот так уже и начался танец молодожен. Получилось живо. Все были в восторге от танца, потому что он из плавного вальса переходил во что современное. Потом самая такая кульминационная патриотическая часть начинается, когда раздают мясо. После слов поздравления я сразу же спела. Давайте я вам кусок, как и обещала, покажу. Я вам клянусь, никакого выступления я не планировала. Это был мой прям гештальт, когда я была в Дубае, попасть на нашу традиционную свадьбу, знаете, отжигать по полной, на наши восточные песни. В общем, я 2 суток не спала, вечно спадала лямка, погода была жарко. Ну, в общем, много чего могло все испортить. Но тут вы решаете. Я захотела жить для себя сейчас, чувствовать себя на все 100, потому что я так решила. И это выбор и ваш. Осознавать, что этот вечер на родине уже не повторится таким, какой он сейчас. Пожелаем счастья молодоженам и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.